правительство в начале мая текущего года приняло решение о внесении пакета акций «Алроса-Нюрба» в приватизационный план на этот год. И в соответствии с этим принятым решением в ближайшее время начнутся процедуры, связанные с оценкой, официальной оценкой этого пакета акций. И в дальнейшем правительство определится уже с условиями приватизации. И для этих целей будет принято распоряжение правительства об условиях приватизации данного пакета. Основная идея, которую мы хотим реализовать с учетом поступления средств от приватизации пакета «Алроса-Нюрба», это развитие экономики, развитие местного производства. Я здесь хотел бы отметить, что это решение непростое, но оно обоснованное абсолютно. Я думаю, что многие из жителей республики уже почувствовали, что бюджетная ситуация достаточно сложная. Наверняка все слышали о том, что правительство приняло решение о частичном сокращении расходования бюджетных средств уже на этот год, на плановый период 2018 года. И все мы понимаем, что в первую очередь правительство нацелено на сохранение тех социальных платежей, на исполнение тех социальных функций, на которые, собственно, и ориентирована государственная власть. И мы прекрасно понимаем, что в первую очередь сокращению будут подлежать экономические меры поддержки, инвестиционная программа республики. И поэтому и механизм приватизации, и сам процесс приватизации нацелен на то, чтобы сформировать некий фонд развития экономики республики, но фонд развития местного производства, о чем неоднократно уже говорил глава республики Борисов Егор Афанасьевич. Какие-то конкретные объекты, скажем, перечень? Да, то есть и постановлением определены основные ключевые направления, да, и это как раз поддержка и развитие местных товаропроизводителей, местных производств. Это реализация инвестиционных проектов, в том числе на территории Нюрбинского района, о чем, собственно, тоже неоднократно уже говорилось. Это поддержка и развитие наших ряда стратегических компаний, от функционирования, деятельности которых фактически зависит жизнь, уровень жизни всех жителей республики. Ну и все эти направления, конечно же, будут в полном соответствии с тем проектом стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2030 года, который мы все вместе с участием общественности, с участием предприятий, с участием муниципальных образований, собственно, разработали и приняли в конце прошлого года. Рассматриваются какие-то потенциальные покупатели? Ну, основной, как я говорил, интересант – это, конечно же, Большая Алроса. Я напомню, что это совместное предприятие, которое было «Алроса-Нюрба», которое было создано в конце 90-х годов именно с участием республики и большой компании «Алроса» в связи с открытием двух кимберлитовых трубок. И на текущий момент компания «Алроса», доля ее участия в «Алроса-Нюрба» составляет 87%. А это, исходя из российского корпоративного права, фактически не дает никаких прав для иных участников этого акционерного общества, никаких прав с точки зрения принятия кардинальных решений. Поэтому интересантов иных, ну, мы, скажем, не очень ожидаем. Компания «Алроса» может быть заинтересована вот по двум причинам. Фактически консолидировав полностью профильный для нее актив, с одной стороны. С другой стороны, они точно так же для себя понимают и принимают, что та дивидендная политика, которая сейчас реализуется в компании «Алроса-Нюрба», это и гарантия дополнительного дохода самой «Алросы». Мы понимаем, что сейчас одно из оптимальных периодов, когда нужно принимать решение по продаже
актива, то есть на этапе, когда его цена может быть завышена. При этом хотелось бы отметить, что не все так действительно однозначно, потому что, например, по тем котировкам акций Лароса-Нюрба, которые мы видим, там отмечается некоторое снижение ее стоимости. Поэтому, принимая во внимание абсолютно разные такие разнонаправленные факторы, мы именно в этом году как раз приняли решение о том, что сейчас настало время перевести этот актив в денежный эквивалент и направить его на развитие местной экономики. А как будут контролироваться средства, которые поступят в результате приватизации, будет участвовать общественность? Как сказал глава, Егор Афанасьевич четко обозначил, что средства, вырученные от приватизации этого пакета, будут находиться под общественным контролем. Этот механизм у нас использовался и раньше, соответственно, в момент приватизации пакета акций самой компании «Алроса». Я думаю, что этот механизм мы будем использовать при реализации той программы финансирования наших предприятий, нашего сектора экономики за счет средств, вырученных от продажи пакета «Алроса-Нюрба».